последние годы загруженность автомобильных дорог в Сухуми значительно выросла. До огромных пробок, как в мегаполисах, дело пока не доходит. Но небольшие заторы по утрам – уже привычное явление для столицы. Причин этому множество. Возросшее количество машин, дефицит парковочных мест, узкие дороги, нарушение водителями правил дорожного движения и многое другое. У столичных школ одна зона высадки перед входом, но часто из-за этого образовываются пробки. Желающих поближе подвезти детей слишком много, а маневренность машины в условиях ограниченного пространства, как мы знаем, слишком мала. С 8:30 у 10-й столичной школы пробки. В данный момент хочется всем как бы сюда подъехать, здесь ребенка оставить, потому что сами знаете, какое движение у нас здесь. Немножко опасно, и каждый старается то есть родители стараются детей сюда близко привести к школе. Пусть правильно ставят машину, и все будет нормально. Кто хочет так ставить, кто хочет так ставить, как попало ставят. Нет такого, чтобы правильно машину ставить. А так разъехаться возможно? Разъехаться, конечно, все равно разъедешься. Куда денешься, разъедешься. А бывали пробки, когда вы стояли, вот не смогли заехать? Бывает, конечно. Не знаю, честно говоря, с чем это можно исправить. Милиция-то стоит, они контролируют, знаков нет. Надо соблюдать как-то скоростной режим, надо друг другу уступать. В обед не стоит милиция, и мы как-то сложнее нам разъехаться. Бывают пробки, мы машину ставим на парковку улицы Пушкина и доводим за руку детей. Да, бывает в дождливую погоду невозможно здесь проехать, да. Здесь сложно вообще с проездом, да, в этом плане. И иной раз, да, приходится ставить машину подальше. Может быть, городские службы должны этот вопрос решить правильнее, не знаю, как сказать, но культура, наверное, 50/50, конечно, присутствует. Бывает, машину оставляют прямо посередине, уходят, и нет водителя. А регулировщики каждое утро стоят? Да, практически каждое утро, да. Они в помощь водителям? Да, конечно. Даже при наличии парковочных мест водители порой оставляют автомобили где попало и как попало. Умудряются парковаться на тротуарах и пешеходных переходах, загораживая проезд и обзор на перекрестках, при этом зная, что нарушают правила дорожного движения. Наша съемочная группа продолжила работу и в первой столичной школе. На удивление, машин здесь было немного, и разъехаться было несложно. А вот какая здесь была ситуация днем ранее. Видео прислали родители учащихся. Школа находится почти в центре города. Через дорогу МВД, СГБ и детский сад. Перед входом в 2 линии припаркованы машины сотрудников правоохранительных органов и учителей. Следовательно, дорога в школу значительно уже. Однако владельцы машин не нарушают правила дорожного движения, так как на месте знаков, запрещающих парковку, нет. С какими проблемами вы сталкиваетесь? Очень многие проблемы. Картер можно пробить, масло пойдет, люди не могут проходить. Очень плохое положение. Какой выход вы видите из положения? Выход сделать дорогу, обратиться к вышестоящим, и чтобы они помогли. Где ваша машина сейчас стоит? Вы прям до конца поднимаетесь? Внизу стоит. Внизу. Не рискуете подниматься, да? Не пропускают просто. Кто не пропускает? Которые проезжают, спускаются. Родители. Да. Паркуются не в том месте, нарушают все. Правда, нарушают. Паркуются в таких местах, мы не можем выезжать. Мы стоим, там пробки создаем по полчаса. С утра сложнее или вот когда вы забираете? И утром, и вечером. Мне кажется, проще вообще, чтобы машины сюда не заезжали. Потом оставляли бы где-нибудь детей. У нас, правда, въезд очень тяжелый, утром не завезешь. Да, бывает, там ГАИ стоит, там периодически машины с утра не запускают. Но когда мы забираем детей, здесь всегда сталкиваемся с большими пробками. Дороги, сами видите, в очень плачевном состоянии. Но плюс еще стоят машины от МВД, и плюс, когда мы заезжаем, очень тяжело и выезжать, и заезжать. С утра тяжело или когда вот вы уже в обед забираете детей? Да, по сути, мне кажется, всегда тяжело. К часу, к 12 часам у нас уже пик, когда детей забирать. И все мы на машинах хотим сюда заехать. Ну и получается, что пробки постоянные. Какой выход из ситуации вы видите? Как-то, наверное, не запускать сюда машины. И дети прекрасно, так как здесь такого движения сильного не будет, дети прекрасно могут 2 шага с родителями вместе за руку поднять детей. Или какие-то парковочные места, наверное, сделать. Очевидно, что дорожная ситуация в республике непростая. Однако необходимо понять простую истину. Культура вождения и безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Сария Кварацхеля, Заур Кварчи, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.